министерства и ведомства зачастую поддерживают волонтерские мероприятия, направления, какие-то ваши инициативы, если они отвечают показателям этого министерства. Форум в самом разгаре. Образовательные тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов, культурные и спортивные мероприятия. На этой локации, к примеру, проходит тренинг на тему «Инклюзивное волонтерство». Спикер Адам Сагов. Ограничение воспринимается через медицинское восприятие. То есть, если незрячий человек, у него заболевание глаз, и это заболевание либо можно лечить, либо это можно компенсировать. В соответствии с этим и строится взаимодействие общего государства именно с инвалидом через призму медицинских ограничений. Скучать участникам, а их здесь 175 из разных регионов России, точно не придется. Олеся Смирнова приехала из Астрахани, в Ингушетии во второй раз. В августе она принимала участие в туристическо-палаточном лагере Байни. Понравились люди, которые меня окружали на форуме, поэтому я была только рада приехать сюда еще раз. Этот форум посвящен добровольчеству, и добровольчество является неотъемлемой частью моей жизни, потому что я занимаюсь общественной деятельностью. И на этом форуме я открыла для себя много новых, наверное, путей решения каких-то проблем, которые возникают в волонтерстве. То есть вот вчера мы посещали площадку по инклюзивному волонтерству, то есть задавали вопросы касательно того, как, например, работать с детками-инвалидами. Это тоже очень важно. Туризм, формы поддержки молодежной деятельности, карьерные перспективы в IT. Темы тренингов самые разные. Особой популярностью пользуется последний. Участники интересуются новой школой и возможностями, которые она представляет. Сказали про самые актуальные профессии, которые в этом году и которые были в прошлом году, а также про софт-скиллы и хард-скиллы, которые необходимы специалисту. То есть про навыки, которые необходимы, то есть коммуникация, как взаимодействие с людьми, про навык критического мышления, умение говорить, умение слушать, то есть вот такие основные моменты, которые нужны в том числе и IT-специалисту, помимо hard-скиллов, то есть знания своей профессии, знания про программирование и так далее. Форум – это не только учеба, но и общение. Участники смогут найти единомышленников, завести новые знакомства и стать частью большой и дружной добровольческой семьи. Я и Самира, мы являемся волонтерами, и нам была очень интересна тематика самого форума. И к тому же, в основном, то, что мне больше всего нравится, это именно тренинги, самые различные тренинги на самые различные темы. Для меня это прям очень круто, мне нравится. Плюс в каждом тренинге затрагивается именно тема добровольства, волонтерства, и поэтому для меня это реально полезная информация. Для меня то же самое. В принципе, я очень рада тому, что сюда попала, и я реально получила много чего нового. И хочу упомянуть то, что Салман Азиев самый лучший куратор. Всероссийский форум добровольчества поколения 18-35 реализуется по программе «Регион для молодых» в рамках национального проекта образования. На слете поднимают актуальные вопросы волонтерства и разрабатывают новые стратегии для развития движения. Данный форум направлен на добровольческую деятельность, и поэтому мы позвали сюда и новичков добровольчества, и более таких опытных, скажем, заводил. У нас образовалки, поэтому мы нацелены так, чтобы пользу получили и новички, и уже продвинутые более руководители добровольческих организаций. Я думаю, по итогу форума все будет полезно и актуально. Поколение 18-35 – это возможность получить ценную информацию и вдохновение для воплощения идей в жизнь. Форум проходит на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Мужичи» и продлится до 7 сентября. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магаз 24.